чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ. Финалы. Наконец-то мы дождались развязки турнира. Кто-то сегодня возьмет золото, а кто-то уедет домой лишь серебром. Просто феноменальный результат уже показала на этом турнире сборная России. Сразу 4 наших спортсменки вышли в финал, то есть как минимум 4 серебра у нас уже точно есть. Это не считая 2 бронзовых наград. Напомню, что на прошлом чемпионате мира наша сборная взяла лишь 1 бронзу. Сегодня мы увидим 10 поединков, начиная с веса до 48 килограммов и заканчивая дивизионом свыше 81 кг. Меня зовут Сергей Фиш, и сегодня вместе со мной комментировать предстоящие поединки будет известнейшая спортсменка, двукратная чемпионка мира и серебряная призерка Олимпийских игр Софья Очигава. Всем добрый день. Да, и первая пара сегодняшнего боксерского дня – это поединок между Екатериной Пальцевой и Манджу Рани из Индии. Это вес до 48 килограммов. Желаем удачи Екатерине в этом поединке. Так, друзья, остается совсем немного времени до начала поединка между Екатериной Пальцевой и Манджу Рани. Сейчас судья дает рекомендации, спортсменки разойдутся по углам. И вот уже скоро начнется первый раунд. Итак, смотрим. Ну, Екатерина, как обычно, присматривается первые 20-30 секунд. Да, вообще Екатерина уже говорила, что для нее это самый главный турнир в ее жизни. Она хотела взять как минимум любую награду на этом турнире, но теперь у нее есть возможность побороться за золото, и это прекрасно. Очень такая красивая манера ведения боя. Напоминает мужскую, очень много анализирует соперницу. И это видно по всем движениям. Да, в предыдущем поединке, кстати, Пальцева немножко понервничала. Потом в интервью призналась, что думала, что вообще проигрывает этот поединок. Хотела прибавить в 3-м раунде. И вышло отлично. В итоге она выиграла раздельным решением, а соперницей была англичанка Дэми Редстон. Сейчас неплохо слева попала Екатерина. Да, сегодня просто сумасшедшая поддержка трибун. Очень много людей пришло. Есть немножко свободных мест, но, думаю, все подтянутся чуть позже. О, здорово, здорово. Попадает очень хорошо. Да, ее соперница, кстати говоря, Манджу Рани уже немного удивила на этом турнире. В прошлом поединке, в полуфинальном, она прошла Чутамат Раксат из Таиланда. А та была, между прочим, двукратной призеркой чемпионатов мира 14 и 19 годов. Ну да, здесь соперница из Индии попросила небольшую паузу. Видимо, какие-то проблемы со шлемом. А скорее всего, он просто закрывал ей обзор. Вот это небольшая пауза, видимо, для болельщиков. Активно сейчас включаются они. Но очень настроена на победу Екатерина, и это видно. Каждую атаку настолько уверенно делает, продолжает атаку за атакой. Интересно смотреть. А вообще вот эти, кстати, паузы, да, во время поединка, они нервируют обычно или все в порядке?
все зависит от настроя. В принципе, когда ты очень сильно устал, то, естественно, эта пауза тебе просто выгодна. А вот сейчас первый раунд. И, кстати, вот мы сейчас можем видеть, как активно сразу же включается Пальцева в работу. Пока долго без атак. Ну вот, кстати, неплохая атака от индийской спортсменки. Видимо, шлем ей все-таки помог. Ну, вот это как раз та история, про которую вы спросили, мешает или нет. В какой-то момент просто Екатерина выключилась из боя. Да, наверное, соответственно, индийская спортсменка как раз воспользовалась этой паузой, немножко подсобралась. Да, выключилась полностью, и нужно время, чтобы она снова вошла в это. И вот сейчас есть, кстати, возможность собраться. Завершился первый раунд. Любопытно, что скажет в углу. Еще раз, работаешь здесь, навстречу надо зайти. Ты понимаешь меня? Что? Ничего не будет там. Ты должна здесь сидеть, навстречу надо зайти и пойти. Только право, надо зайти внутрь. И как вот так и ты не успеваешь? Ты не успеваешь через углу. Тогда сделай лево-право, дерни шаг назад. Чтобы она промахнула, ты тогда подпинился. А ты прямо стоишь шаг назад и уже просто слышишь. Я так. Вот, сразу, прыгни за всеми. Вот, раз, два, и хорошо. लग में मत है क्लोज में जा रही जब जैसे करते हैं और निकल के राइट लेफ्ट निकल के वैसे लंबा लंबा ठीक है ऐसा ही लेफ्ट के साथ आएगी वो Итак, друзья, второй раунд. Ох, хорошо. Да, сейчас слева было очень красиво. Агрессивно начала вести бой. Да, во время перерыва дали указания, немножко так поднакачали психологически. И Екатерина сразу вышла с таким задором, наверное, второй раунд. Любопытно то, что у Альберта Шукуровича, который тренер Екатерины, мой бывший тоже тренер, и тренировал он, ну и тренирует в основном левшей очень хорошо. Я сейчас про девушек, то есть у него много очень спортсменов мужчин, они там и в левше, и в правше боксируют, но очень хорошо у него получается именно с женщинами левшами. Вот, очень здорово, вот, что я на мире выступала, что Екатерина, и вот у него была спортсменка Светлана Гневанова, которую он очень хорошо вел, чемпионка Европы двухкратная. Вот, поэтому в этом плане он замечательный мастер. Специалист по левшам. Специалист по левшам, действительно, так оно и есть. Да, надеемся, сегодня все, конечно, прекрасно сложится с таким-то тренером у Екатерины Пальцевой. Сейчас неплохая атака. Очень здорово, очень здорово. Сейчас тоже Здорово, отлично здорово, было. здорово. Молодец. Вот что значит грамотный совет в углу. Ну, потихонечку начинает съедать психологически, морально. Ну, вообще, Пальцева всегда так немножко так долго, наверное, ввязывается, да, раскачивается, а потом начинает прибавлять. Вот, ловит кураж, азарт появляется, и пошло-поехало. Все, уже поймала, не хочет отпускать. Прибавляет. Сейчас так заряжалась мощно слева. Меньше минуты остается до конца второго раунда. Вот, кстати, соперница из Индии, видимо, опять какие-то проблемы со шлемом. Я смотрю, очень низко он опущен, прямо на глаза буквально. Наверное, не по размеру просто. Сейчас мощно пробила, кстати, соперница из Индии. Опасно было. И туда же снова добавляет она. Ну, выключилась Катя опять в конце раунда немножечко. Да, зевнула, конечно, атака. Вот сейчас чуть-чуть, конечно. Но до этого у нее было много интересных атак. Да, честно, показывает Сейчас угол нужно, индийской конечно. спортсменки, очень эмоционально кричат прям. Ну, опять вышла на дальнюю дистанцию, и здесь и индианке очень удобно атаковать. То есть Да, кстати, в перерыве как раз и советовали вот на этой дистанции не боксировать. Надо заходить ближе и там уже навязывать свой
Но бокс. в какой-то момент она выключается, классно боксирует и просто выключается из боя. Не знаю почему. Но еще, возможно, волнение. Все-таки это финал. Very good, Manju. Very good. Very good. Let's see. Да, но наш угол, к сожалению, не удалось услышать. А вот угол Манджу Рани было слышно хорошо. Very good, говорили ей. Видимо, довольны вторым раундом. И сказали в конце, что вот последнюю трехминутку, конечно, надо обязательно забирать их. Ох, здорово. Да, отлично. Ну вот это именно раскачивание в стороны, о котором ей говорили. Очень хорошо работает. Ну, понятно, конечно, что для Манджу Рани очень удобно боксировать красной дистанции. Вот очень хорошо видно, насколько у нее длиннее руки. То есть надо снова поджимать, забирать. Ходить, забирать. Ближе. Здорово, еще накатить. Вот, здорово. Вот здорово. Сейчас хорошо. Вот Очень нужно хорошо. всегда работать, пока не было команды «Стоп». Очень интересно такие короткие удары бьет. Наверное, единственная в нашей команде, но вот еще Саадат Далгатова. Здорово очень вот эти коротенькие удары на ближней дистанции. По-американски, да, такие удары? Да, в основном вяжутся наши, да, ну, то, что мы видели, и все, и цепляются. А здесь так здорово получилось воткнуть этот боковой удар. Да, у Саадат Далгатовой вчера был поединок, к сожалению, она потерпела Ух хорошо. ты! Здорово. Да, и Далгатова вчера, к сожалению, потерпела поражение, но бой был близкий, со счетом 3-2. Она проиграла. Но, тем не менее, бронза. Сейчас снова хорошо попадает. Очень здорово. Ну, все тут. Главное не выключиться в конце раунда. Да, главное сейчас не переволноваться, не быть скованной и также доработать. Ну, я думаю, она уже понимает, что это последний раунд. И уже вряд ли выключится из боя. Здорово. Сейчас классно, вот опять попадает слева на ближней дистанции. Ух ты, молодец. Можно и по печени уже начать бить. Слушай, настолько соперница готова пропустить. Ну, хотя вот... Ну, она сейчас прям откровенно шла, кстати, вперед. Ну, Екатерина, по-моему, все видела, спокойненько ушла. Да, у Кати хорошая реакция. Вот, успела опять, воткнула боковой на шаге в сторону. Да, Приятно смотреть, красивый бокс. Да, молодец, действительно, потрясающий бокс показывает она на этом чемпионате мира. И тут остается буквально 10 секунд до конца этого поединка. На кону золотая медаль. Возможно, Пальцева станет первой в нашей сборной, кто возьмет золото на этом чемпионате мира. Здорово. Но я Друзья, думаю однозначно, что это победа. А вот в углу, кстати, спортсменки из Индии уверены, что победила она. Я вот посмотрел, они так скинули вверх руки, мол, победа точно за нами. Наш угол, кстати, очень собранный. Здорово. Да, отличное попадание. Очень хорошая опять. Ну, это на эмоциях, я думаю, им кажется. Да, возможно. Итак, друзья, победу в этом поединке, соответственно, взяла золотую медаль Екатерина Пальцева. Молодец! Поздравляем ее с этой потрясающей победой. Первое золото у сборной России. Это просто феноменально. Да, поздравляем еще раз Екатерину. Она большая молодец. Но судьи
почему-то. Ну, возможно, первый раунд отдали туда, а 2 остальных в нашу сторону. Ну, так оно и было, по сути. Да, первый был какой-то ровный, а да, второй точно очень долго соревновался. раскачивалось. Да, и вот мы видим радость наших тренеров. Да, поздравляют они Екатерину. Ну, какие-то моменты во втором раунде, 2-3 момента было, где она пропустила, но в целом второй раунд, третий раунд, ну, вообще без вопросов. Отличное начало для нашей сборной. Первый поединок сегодняшнего боксерского дня. И у нас сразу золото. И вот Екатерина покидает зал. И под аплодисменты она уходит под трибунное помещение. Да, болельщики просто довольны.